Добрый день, уважаемые абитуриенты! Вас приветствует Фатыхов Минихан Абузарович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и теоретической физики, руководитель программы «Физическое образование». Экзамен проводится в форме тестирования. Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения вступительного испытания 60 минут. Количество заданий в тесте 30, включающие 25 заданий по общей физике и 5 заданий по теории и методике обучения физике. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт с 10:00 до 15:00. В этот период необходимо зайти в систему. Самое позднее время входа в систему 14:00 часов. После входа начнется отсчет времени, стандартно 1 час. Пересдачи не предусмотрены. Программа вступительных испытаний представлена на сайте приемной комиссии университета. Общая физика, теория и методика обучения включает 6 разделов. Механика. Второй раздел – электричество, магнетизм и оптика. Третий раздел – термодинамика, молекулярная физика. Четвертый раздел – строение и свойства атомов. Пятый раздел – строение и свойства атомных ядер. Шестой раздел – теория и методика обучения физике. По общей физике следует обратить внимание первым 3 разделам. По механике следует обратить внимание на такие вопросы, как движение тела, брошенного под углом к горизонту, равноускоренные движения, зависимость ускорения свободного падения от широты местности, расстояние до земной поверхности, теоретическому и графическому нахождению скорости, ускорения и смещения, то есть пути тела при различных видах движения, в том числе и колебательном, относительность движения и сложение скоростей, условия совершения работы, законы Ньютона, справедливые только в инерциальной системе отсчета при движении со скоростями много меньшими скорости света, виды взаимодействия и сил. По разделу электричества наиболее актуальными являются такие вопросы, как определение напряженности электрического поля, используя метод суперпозиции полей, электризации тел, законы Ома для участка цепи и неоднородного участка цепи, приборы, применяемые в электрических измерениях, например, применение электрометра для определения разности потенциалов, определение энергии электрического поля, в частности, зная емкость конденсатора, определение мощности электрического прибора по электрическим измерениям, способы соединения электрических приборов, например, сопротивлений, конденсаторов, а также закон Джоуля-Ленца. По разделу магнетизм необходимо выяснить физический смысл величин, например, 1 ампера, взаимодействие проводников, по которым течет электрический ток, определение направления сил, действующих на них, находящихся в магнитном поле.
По оптике следует обратить внимание на законы геометрической оптики. Построение изображений предмета через линзу. Влияние показателя преломления окружающей линзу среды на ее фокус. В частности, при этом фокус линзы увеличивается. Влияние показателя преломления среды на скорость распространения света и на длину световой волны. Устройство для демонстрации интерференции, дифракции и дифракции света. По разделу термодинамика и молекулярная физика обратить внимание на газовые законы при различных изопроцессах. Единицы измерения теплоемкости. Способы передачи тепла. Это теплопроводность, конвекция, излучение. Нормальные условия. Каковы они? Циклические процессы. Цикл Карно. Испарение и кипение жидкостей в зависимости от давления. По теории и методике обучения физики необходимо относиться более внимательно к таким разделам, как методика обучения в системе физического образования, особенности содержания обучения физики, различные технологии обучения, такие как урочные и внеурочные, традиционные и современные, групповые и индивидуальные, дифференциации и индивидуализации и другие. Выбор технологий и методик в зависимости от возрастных возможностей, личностных достижений, актуальных проблем обучающихся в освоении физики и в зависимости от специфики содержания изучаемого учебного материала. Современные средства оценивания результатов обучения и оценки достижений школьников в освоении предметной области. Каждое задание тестов включает 3-5 ответов. Среди них надо выбрать один правильный ответ. При подготовке к экзамену лучше использовать такую литературу, как Савельев Иван Васильевич, курс общей физики в 3 книгах. По теории и методика обучения. Теория и методика обучения физики в школе. Общие вопросы. Учебные пособия, написанные Каменецкой, Пурышевой, Важевской под редакцией Каменецкого или Пурышевой. И третий. Теория и методика обучения физики в школе. Частные вопросы. Учебные пособия для студентов педагогических вузов. И в-четвертых, это литература Даутовой, Канзибану Ваисовны. Избранные лекции по теории и методик обучения физики. Учебные пособия, изданные в Башкирском государственном педагогическом университете. Приведем некоторые примерные задания тестов. Первое задание, например. Явление электромагнитной индукции заключается в чем? Во-первых, протекание изменяющегося по величине тока по проводнику. Второй ответ. Взаимодействие магнита и проводника с током. Третий ответ. Возникновение тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного потока, пронизывающего площадь, ограниченную проводником. Четвертый ответ. Возникновение тока при движении проводника в электрическом поле. Естественно, является правильным ответ. Третий ответ. В результате изучения экспериментальных данных и их показаний. Второе задание. В некоторый момент времени кинетическая энергия тела равна 40 джоулям. Его импульс равен 20 кг умножен на метр, делен на секунду. Определить массу этого тела. Даются 4 ответа. Первый ответ – это 1 кг. Второй ответ – 10 кг. Третий ответ – 5 кг. Четвертый – 2,5 кг. Решение. Кинетическую энергию необходимо выразить через импульс тела. Получим E кинетическая равняется P в квадрате делим на 2m, где P – это импульс тела, m – масса тела. Отсюда следует, что масса тела равняется
p в квадрате делим на 2e кинетическое. Поставив числовые значения кинетической энергии и импульса тела, получим m равный 5 кг. Следовательно, правильным является ответ под номером 3. Третье задание по теории методик обучения физики. Базовый документ, необходимый для создания базовых учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий, это, во-первых, федеральный государственный стандарт общего образования. Второй ответ. Фундаментальное ядро содержания образования по учебному предмету. Третий ответ. Примерные программы по учебному предмету. Четвертый. Программы внеурочной деятельности. К вопросу, поставленному в этом задании, правильным является ответ 2. Это фундаментальное ядро содержания образования по учебному предмету. В день консультации свои вопросы можно написать на почту, на мою почту fatehov.ma@mail.ru или по номеру телефона 8 917 409 70 62 в WhatsApp.